14 марта состоялось заседание Кабинета министров, на котором исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Беслан Джопо рассказал о ситуации на Чернореченском форелевом хозяйстве. По словам Джопо, говорить о том, что объект заброшен, нельзя, так как арендаторы выполняют взятые на себя обязательства по реконструкции хозяйства и уже даже кое-что сделали. Правда, Беслан Джопо сделал оговорочку: сроки они все же нарушают, но немножечко. Мы ведем практически на контакте, обещают дальше возобновить восстановление этого хозяйства. Сказать, что она действительно заброшена, это если пруды освобождают для того, чтобы их реконструировать, там их 5 участков, практически это первый основной участок, где у нас форель находилась. Остальные пруды, остальные участки, они намного более запущенные, заросшие, там нужны большие вливания и обещают это тоже восстанавливать. Но на сегодняшний день арендаторы немного запаздывают со своими обязательствами, но тем не менее работы ведутся и коллектив работает. Исполняющий обязанности министра также сообщил, что арендатором является абхазское предприятие. Правда, не назвал, какое именно. И помешали провести работы по восстановлению форелевого хозяйства в установленные договором сроки, по его словам, некие последние политические и кризисные ситуации. Беслан Джопо снова не уточнил, какие именно ситуации и каким образом они не позволили арендаторам выполнить взятые на себя обязательства. А еще Беслан Джопо вскользь обозначил, какие именно работы уже проведены. Итак, некие инфраструктурные работы, сказал он и уточнил. Положили асфальт, отремонтировали ограду, восстановили некоторые административные здания. Это предприятие сегодня провело инфраструктурные работы, то есть провели асфальт, отремонтировали ограду, восстановили некоторые административные здания. И если там работало 12 человек, которые получали независимо в зависимости от деятельности, от 10 до 15 тысяч, сегодня работают, если память не изменяет, до 22 человек постоянной работы, которые получают более 30 тысяч рублей заработной платы. Слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства очень сильно разнились с тем, что мы увидели на Чернореченском форелевом хозяйстве прошедшим летом. Никаких следов восстановительных или каких-либо других работ видно не было. Уж не знаю, откуда черпал информацию Беслан Джопо, но ни о какой реконструкции объекта речь там не идет. Более того, на действующем более 85 лет предприятии, где выращивали не только черноморского лосося, но и радужную форель и форель янтарную, или, как ее называют, золотую, разруха. А еще с момента открытия Чернореченского форелевого хозяйства здесь работали специалисты очень высокого уровня. Ученые из разных стран специально приезжали в Абхазию, чтобы проводить исследования в научной лаборатории на базе Чернореченского хозяйства. Тогда форель производили в промышленных масштабах. В середине 70-х в Абхазии находился с официальным визитом министр продовольствия и лесного хозяйства Японии Дзенко Судзуки. И, соответственно, так сказать, как одно из интересных мест, а тем более, что он был по профессии сам изначально по образованию рыбовод, рыбохозяйственник, его, значит, пригласили посетить, ознакомиться с форелевым хозяйством. Ему, естественно, показали рыбу и, как положено, естественно, встречая гостя, значит, приготовили эту рыбу. И когда он сел за стол, попробовал рыбу, он сказал, обращаясь к Раждену Датовичу: «Вы мне показали одну рыбу, а угощаете меня дикой рыбой». На что он сказал: «Ну как же так, я не могу обмануть гостя». Поднялись из-за стола, пошли, на глазах у него поймали рыбу, почистили, на глазах у него пожарили и поставили опять на стол. Он попробовал, встал, поклонился и принес извинения за то, что подверг сомнению. После Отечественной войны народа Абхазии форелевое хозяйство начало постепенно возрождаться. О промышленных объемах, конечно же, пришлось забыть, так как действовало лишь 15 прудов, в каждом из которых насчитывалось около 2000 рыб.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы приехали в Чернореченское форелевое хозяйство, чтобы убедиться, что здесь все по-прежнему. Ну или стало лучше. Как видите, вода есть, а рыбы нет. И за прошедшие почти 2 года, как объект передали инвестору, здесь все изменилось. Вот только в худшую сторону. Объект и правда выглядит удручающе. Работает всего 2 пруда, в которых плавает завезенная из Адлера форель. Объемы тоже уменьшены, рассказывают сотрудники некогда успешного форелевого хозяйства. Теперь вся их работа сводится к обслуживанию туристов, которым позволено залазить в пруд ногами и сеткой вылавливать наиболее понравившуюся рыбину. Это как туристический объект. Полностью. И тушис хамазим стара. Ассука бри бассейн позике ассука вот закой ну инкубатор хамал. Инкубатор хоть большой голубь уже усадился. Башу. Ха, я и вот и все будет нормально. Хоть она Шашук садзою, что броссируешь. В октябре будет 2 года. Ихтиолог-рыбовод Майя Агарба, работающая на Чернореченском форелевом хозяйстве с 1968 года, то есть более 55 лет, не скрывает разочарования. Дело всей ее жизни, которому она посвятила лучшие годы, пришло в упадок. И что самое плачевное, говорит женщина, никакой научной работы больше здесь нет. Инкубаторы, как и емкости для мальков, пустые. Здесь все приходит в негодность. И абхазскому государству до этого нет никакого дела, сетует женщина. Асса, хаман, икра, хаман, маточное стадо, хаман, товарная продукция, хаман, бардзик, хаман. Нас юзыка тумрихи. Я хамаз храус. Знаешь, паха потребила рагузи. Насуштиш на пхгара ирхой. Иж бодера вообще яю и целую гюша. Маскала знаки айоша, азика я ханахраги. Финанс. Даже Харахаку Маурускара каждый год я его. Васрука, что случилось? Что с вами, Хавасяо? Где ваш директор? Ушел из жизни. Ну все, и вся рыба тоже ушла. Рёпер говорится. Не то, что Хара Маурускара, Абаскан, Трабран, Сергей Чебал, Копара, в Китченге и Кроуман, со специалисту. Галош сыщу, матажка снахакса не было. Плюс сибой хасрико. Усысу сиздрот шрелошке. Ну, просто с гуглот в пахе заказил языковой. Нельзя шлагях. Хастапагенен. Элкал. Мы прошлись по территории форелевого хозяйства. Из нового здесь лишь ограждение лестницы, по которой можно попасть в уникальный средневековый скальный монастырь XII века. В остальном предприятие похоже на заброшку. И уж точно ни о какой реконструкции здесь речи не идет. Беслан Джопо говорит об абхазском предприятии, которое вроде как арендовало данный объект. Напомню, название компании, заполучившей форелевое хозяйство, официально не названо до сих пор. А вот по информации российских СМИ, владельцем форелевого хозяйства стала группа компаний «Монтера» Александра Ткачева. Еще в 2022 году экс-президент Бжаня говорил об этом проекте как о правильном. Там будет современное форелевое
новое хозяйство. И форель будет, и икра, и ресторан симпатичный, и дорога красивая будет восстановлена к Наскальному монастырю, говорил Бжане. В начале 2023 года российские СМИ писали, что группа компаний «Монтера» в Абхазии занимается двумя большими проектами. Первый – «Москва-резорт». Это гостиничный и апартаментный комплекс. Второй – форелевое хозяйство. Мы уже рассказывали вам о проекте «Москва-резорт», который группа компаний «Монтера» так и не начала. Форелевое хозяйство ждет, видимо, та же судьба. И мнение о том, что таким образом абхазская власть давала возможность крупным российским олигархам заполучить и застолбить за собой особо лакомые земли, уже далеко не предположение, а, похоже, свершившийся факт.